якутских украшениях в преддверии нашего замечательного праздника Исэх. Мне помогут наши студенты исторического факультета, наши замечательные девочки. И также мы сегодня представим вам украшения, потому что без наглядности невозможно говорить вот о одежде, об украшениях. Да? И мы сегодня представим украшения работы замечательного мастера, современного мастера Петра Алексеева из мастерской Петр. С чего хотелось бы начать? У любой якутской женщины, можно сказать, всегда был очень богатый костюм, традиционный костюм, да. И также, кроме костюма, конечно, всегда было очень много украшений. По тому, как одета женщина, по тому, сколько у нее украшений, можно было судить о ее социально-экономическом положении. Вернее, не о ее социально-экономическом положении даже, а о состоятельности ее мужа, о состоятельности ее отца, да, и лучшие все свои одежды, лучшие все свои украшения, конечно, девушка, женщина надевала к исэху, да, чтобы показать себя. И таким образом, например, даже существует легенда: на свадьбу во время лета, значит, приехала якутская невеста. Она была полностью была в шубе, в мехах, да, в якутских украшениях, а украшений могло быть больше 20 килограммов серебра на человеке, получается, да, и она ее посадили в урасу, и она должна была ждать, пока ее разденет ее служанка, потому что самой раздеваться было нельзя. И, конечно, это было в разгар лета, и получается, что служанка ее забыла, убежала куда-то, и бедная девушка сидела, и там же и умерла от перегрева, получается, да, вот настолько много на ней было мехов и украшений. Вот. Но сегодня мы, конечно, не совсем с позитивной ноты я начала, но вот сегодня я вам представлю вот якутскую современную женщину, да, в традиционном костюме. Обязательным атрибутом на сегодняшний день является бастыня. Раньше все-таки бастыня считалась более таким, девичьим украшением, да, и металлические ободки, к которым мы сейчас привыкли, они появляются, буквально недавно. Даже можно говорить о том, что вот полностью металлический бастыня, он появляется где-то даже в 20 веке. А до этого это все-таки были ровдужные или матерчатые бастыня. Здесь бастыня выполнена как раз на ровдуге, да, на коже, с пластинами. Полностью все выполнено из серебра. Да. Вот боковые подвески бастыня всегда закрывают височную часть женщины. Особым украшением всегда было височно-нагрудное украшение. И традиционные, если говорить о традиционном бастыня, например, один из таких вариантов хранится в Маинском краеведческом музее Мегино-Кангаласского улуса, да, то от бастыня спускается нагрудное украшение, и вот здесь получается на груди украшение кюн, солнце, да, и от него множество других различных подвесок. И также вот таким более традиционным височно-нагрудным украшением была украшена женщина, которая долгое время, вот старшее поколение, наверное, помнит, хранилась в Якутском краеведческом музее имени Емельяна Ярославского, да, но потом говорили, что вот она, как от того, что ее не похоронили нормально, вот, там что-то случается в ее на ее родине, да, потом уже по всем традициям ее захоронили. Сейчас же, получается, у нас бастыня идет отдельно от нагрудного украшения. Мы все сейчас привыкли к более такому другому нагрудному украшению, которое спускается с гривны. В традиционном комплекте, конечно, нагрудное украшение линкабигер всегда шло вместе с калинкабигер. Можно даже говорить о том, что это носило какое-то утилитарное значение, потому что кто носил линкабигер, тот, наверное, понимает, что это достаточно тяжело на шее вот массивное украшение носить, да, и калинкабигер, он все-таки как-то балансировал женщине. И гривны тоже были различные, да, о гривнах тоже бесконечно можно говорить, витые, плоские, подвесками, без подвесок и так далее. Вот, а калинкабигер, украшение, спинное украшение, тоже появилось не сразу так, как мы его сейчас привыкли видеть, да, вот чтобы это было чисто наспинное украшение. Есть теории, по которым считается, что все-таки наспинные украшения, они появились сначала как накосные украшения. То есть сначала, может быть, функция у наспинных украшений была вот именно покрыть косу женщины. Но мы про накосные украшения еще чуть позже скажем. Кроме, значит, бастыня и линкабигер, на женщине обязательно были парные браслеты, да, бёрох, я думаю, сейчас тоже все примерно представляют, как они выглядят. И также пояс. Пояса
Сейчас вот тоже мы считаем, что пояса делились на мужские и женщины, да. Кур, вернее, да, это вот поясное украшение, пояс в основном был женский. А вот харах камискур, он более такой мужской. Он уже, женский мог до 10 сантиметров доходить, да, мужской где-то 5-6 сантиметров. Плюс ко всему, если, ну, проще объяснять, женский, у него пластинки друг к другу как бы прикреплены, получается, да? А в мужском поясе идут уже по отдельности пряжки. К поясным украшениям также относились подвески к поясу, да? В основном они были утилитарного значения. На поясе висели там ухочистки, щипчики, календарик свой, да, игольница могла быть, а также если курит, то там вот принадлежности для курения даже, да, могли быть даже маленький ножичек, например, да. Такие же подвески, кстати, могли быть на илинкабер. Почему, вот откуда появились такие подвески? Считается, что они еще существовали со времен древних тюрков, да, потому что вот у кочевников у них одежда была без карманов. И ну, где-то же нужно было это носить, да, из-за этого оно было все на поясе. То излюбленным женским украшением, конечно, на сегодняшний день как было, так и есть, да, это являются ушные украшения, это серьги. Слово вообще серьги, серьга, это тюркское слово, которое попало в русский язык, да. Считается, что даже вот в русскую культуру тоже серьги были принесены тюрками. Вот серьга, сырга, ызырга, ытарга, это все ну, вот одинаковые слова, которые произошли тюркского происхождения. И сегодня я бы вам хотела рассказать о том, какие были вариации серег. Мы считаем, что вот исконно якутским украшением является лировидное украшение. Серьги с лировидными подвесками, или емех ытарга, да? Вот. И можно увидеть, что здесь, ну, современно вот, интерпретируют как больше, знаете, вот говорят сейчас, это женщина, да, это образ женщины, это ее, значит, дети, там, будущие дети, внуки. Эта вот интерпретация появляется, ну, буквально, наверное, лет, ну, если так по максимуму брать, наверное, 50 лет назад, да. То же самое, например, сейчас говорят о серьгах с подвесками каталык, вы, наверное, знаете, которые, в принципе, они появляются в советский период, но я вот слышала, что считается, оказывается, что нельзя носить серьги, где каталык один, например, да, а то на всю жизнь останешься одна, говорят. Обязательно они должны быть парные. И вот, если говорить о лировидных серьгах, то, например, известный, значит, этнограф якутский, да, Зыков, он вообще считал, что такие серьги, они имеют русское происхождение. Лировидные серьги происходят от серег голубцы, писал он в своих исследованиях, да. Серьги-голубцы, они такие, знаете, в виде двух птичек, можно сказать, которые смотрят в разные стороны. А сейчас это вот, допустим, это считается наиболее таким традиционным, аутентичным украшением, да, вот лировидные серьги. И мы, в принципе, постоянно, если даже кому-то дарим подарок в виде серег, мы вот именно лировидные серьги, которые украшены также традиционным, конечно, орнаментом, да. Значит, здесь мы можем увидеть и растительный рисунок, и также в виде солярных знаков, да. Вот. И, конечно, обязательно серьги должны издавать, ну, вот звон. Слышите же, да, звон серебра. Всегда считалось, что это звон чистого металла, да, и он отпугивает злых духов. Также, что если говорить о серьгах, то наиболее традиционными, если вот, ну, вот последнее время же бывает у нас, значит, популярно вот искать вот, более аутентичные формы, да, более традиционные формы, то если выделять такие формы, то это серьги в виде знака вопроса, конечно. Тоже в последнее время достаточно популярно, я думаю, вы видели, тоже вот в Инстаграм постоянно, да, публикуют. Серьги в виде знака вопроса, они, конечно, бытовали на территории Якутии в дохристианский период. И в захоронениях чаще встречаются именно такие серьги, да, вот. И это серьги проволочные, или как по-другому называют, если так представить, то ну, просто проволочная серьга в виде знака вопроса, и на нее нанизаны бусины, белые, черные, синие, да, вот, и к ним уже появляются подвески, а позже они трансформировались и появились серьги с подвесками. Притом это, конечно, развито также и с развитием ювелирного дела в Якутии. Также вот тоже якутский один из ученых, Савин, да, он выделил более 20 вариаций серег с подвесками. Сегодня я вам покажу вот, ну, более такие, ну, самые популярные, да.
Вот, допустим, серьги харыя таргалар, вот, да, харыя таргалар на девочках у нас. И это серьги, ну, если переводить, как серьга ель пишет, да. Вот, почему? Потому что она расширяется и как бы в виде елочки, да, ну как дерево. Если вот эти украшения, они интересны тем, что если здесь оно вот на таких вот чоху говорят или на емяхдилер, да, вот на застежке, то здесь вот данное украшение, оно, если посмотрите, оно в виде знака вопроса. Просто здесь подвеска, она более такая вот усложненная получается, да. Вот на девочках украшения, значит, тоже работы мастерской Петр, да. Это у нас манекит, вот это, и яхситалга, так называют эти серьги. Вот, очень красивые серьги, да, тоже издают очень хороший вот шум. И здесь еще очень интересно, что современное серебро, если вы замечали, оно такое, знаете, очень блестящее, да? Очень такое яркое. А если вы видели, то в музеях, то серебро, оно более такое затемненное. Ну, улах, комис называли его, да, там. Ну, если говорить о пробе, конечно, проба была хуже, чем современные пробы, но они были такие, как бы, потемнее, да. И вот как раз мастер создает вот эти вот, да, вот они такие темные чуть-чуть. Ну, цвет другой. Также, кроме таких серег, да, вот кроме серег харыя тарга, есть еще очень популярные серьги сели тарга, тоже вы, наверное, в музеях видели, да, они примерно такой же формы, тоже в виде знака вопроса, вот верхняя часть, но с двух сторон они расширяются, и там подвесок как бы больше получается. И очень интересно есть ханхал тарга, да, ханхал тарга, они в виде пластинок. Вот, да, то есть тоже вот сейчас они трансформировались и делают как-то, знаете, в виде чепраков, вот друг на друга чепраки понавешены, вот, да, вот такие серьги бывают. И тоже достаточно популярными серьгами, вот, допустим, в 19 веке, да, были серьги-луницы, так называемые. Серьги-луницы, они были популярны, ну, можно говорить, что по всей Евразии и тоже имеет такое, знаете, русское происхождение. Это серьги в виде просто кольца, чуть-чуть с уплотнением внизу. Они почему были популярны? Потому что они были не массивными, небольшими, да, и можно было носить всегда в повседневной жизни. Если говорить о том, что какие же серьги были не только у якутов, да, то вот очень распространенным является, вот еще раз я верну, лировидные серьги, да, вот, допустим, у тех же татар такие же серьги лировидной формы есть. У народов Амура, но я не говорю о долганах, о тунгусо-манжурских народов, да, там вообще были, большинство серьги были якутских мастеров, да, а вот именно у алтайцев, у татаров, у казахов, оно интересно, что форма практически такая же, тоже лировидные серьги называют, да. Здесь мы с вами вернемся к накосному украшению. Вот на косе, значит, накосное украшение, накосник, так называемый, да, косоплетка. Вообще в традициях, ну, в якутских традициях, да, можно говорить о том, что не было многокосия, как у многих народов Сибири. В основном коса была или одна, ну или две, или распущенные волосы. Но распущенные волосы особо, конечно, не носили в том плане, что в основном могли носить распущенные волосы только женщины в возрасте или, вот говорили, вдовы, да, пишут. А в основном вот девушки, у них две косы или одна коса. Но при этом, даже если были две косы, никогда не было парных украшений накосных. Накосные украшения, вы можете заметить, они всегда вот, ну, по одной, да, на одну косу идут. И вот один из таких вариантов, более таких девичьих, как пишут исследователи, это вот как раз-таки косоплетка. Украшение, которое вплетается в косу, начиная с основания косы, да, и как бы вот получается на ров дуги идет, и, значит, с подвесками вплетается в косу. Заканчивается такими чоп-чуп, писал, да, тоже вот Зыков, и издавал тоже особый звук. Данная косоплетка, она воссоздана из коллекции Американского музея, да, и здесь вот, ну, точь-в-точь копия получается. Она, можно сказать, вернулась через 100 лет вот в нашу современную жизнь. При том, что косоплетки, накосные украшения на сегодняшний день не являются особо популярными. В основном сейчас носят, вот знаете, небольшие такие, как заколочки, да, получается. И в основном не якутских мастеров,
ну вот китайского производства, как заколки получается. Если говорить вот о накосниках, почему накосники были так популярны вообще у всех народов Сибири, да, то вообще считалось, что волосы, они имеют такое магическое происхождение, да. Чем у женщины гуще волосы, чем они длиннее, считалось, что эта женщина здоровая и плодовитая, что было немаловажно в то время, да, что у нее будет здоровое потомство. И из-за этого, вот, например, даже девушки, да, вот хакасские, алтайцы, они специально, у них было такое украшение, которое добавляло объем волосы. Они вплетали в волосы своих родственников, получается, да, за счет этого у них коса была толще. Ну, как призыв к тому, что вот я вот здоровая девушка, получается, да, вот. И, конечно, вот длинные волосы, они всегда славились вот своей вот именно красотой, можно, да, вот так говорить. И вот, допустим, еще в мифах, тюркских мифах есть, да, что одна из дочерей тюркских ханов не могла выйти замуж, потому что она была плешивой. Из-за этого ее никто замуж не брал, да, потому что, то есть считалось, что она здорового потомства не произведет. Также вот обязательно украшались, значит, здесь, получается, накосником, да, или косоплеткой, и были такие накосные украшения, более такие уже, как вы видели, как пластины. Есть даже такие накосные украшения, которые полностью закрывали волосы, да, и вообще считалось, что, видимо, вот я уже повторюсь, что накосные украшения, видимо, сначала появляются для того, чтобы покрыть волосы полностью, потому что многие исследователи 18-го, даже 19 века писали, что якутские девушки, женщины, они не выходили с непокрытыми головами, к незнакомым людям, да, вот, и, видимо, вот даже вот накосники и те же бастына в виде тоже наспинного украшения, да, они вот появились под этим влиянием. Вот даже само слово бастына очень похоже на баштынга тувинская. А баштынга тувинская, это, знаете, это такое покрывало для невесты, которое полностью закрывает волосы невесты, да, чтобы никто другой ее не видел. Вообще, если говорить об украшениях в целом, то украшения всегда несли не только такую вот эстетическую функцию, да, украшения всегда были связаны, конечно, с такими магико-религиозными представлениями, да. Украшение обязательно должно было оберегать девушку, женщину от злых духов, да, от сглаза. И вот особенно украшения должны были, считалось, что закрывать все части тела, из которых может выскочить душа. А душа выскочить могла в любое время, да, конечно, это связано с тем, что и смертность была высокая, женская, да. Вот считалось, что серьги почему надо носить, потому что, например, боркут человека, он мог выйти из уха в виде небольшой вошки, коричневой притом, да. Если она выйдет, то это означало, что человек уже в скором времени умрет. Если у него волосы начинают выпадать, значит, он тоже скоро умрет, получается. Да? Это все нужно было закрывать. И чтобы душа не выходила, да, нужно было носить кольца, браслеты. По некоторым даже представлениям народным считалось, что нельзя даже готовить еду без колец, потому что тогда еда была грязная, как пишут, да, нечистая еда. Когда у коровы болело вымя, то молоко пускали через серебряное кольцо, и это тоже позволяло вылечить даже скот при этом, да. То есть вот металл, именно серебро, он нес такое вот лечебное, магическое значение, закрывая все основные части тела женщины, вот грудь, пояс, да, живот, получается, закрывает, виски, позвоночник сзади тоже закрывает, уши закрывает, да, и при этом еще вот получается это вот магическая функция, но еще плюс утилитарная функция, потому что украшения все-таки некоторые исследователи пишут, что появились, знаете, потому что, чтобы воздух не выходил из одежды, да, получается, чтобы холодно не было. А накосные украшения, чтобы волосы убрать, например, да, вот, и то есть и плюс еще социально-экономическое значение, социально-знаковое значение, то есть по тому, как женщина выглядит, можно было судить о ее экономическом, социальном положении. И на сегодняшний день украшения становятся одним из таких вот видов, да, вот, допустим, очень популярных, значит, сейчас мы не говорим о том, что вот должно быть обязательно, допустим, там
традиционные формы должны быть, да. Все-таки культура меняется, культура трансформируется, и появляются другие, более такие формы украшений. И вот, например, вот последние, лет 30-40 назад, наверное, да, появляются якутские украшения с инкрустированными камнями, с драгоценными, полудрагоценными, хотя в традиционном варианте, например, да, якутские украшения никогда не были с инкрустированными камнями. Вот, допустим, у бурятов, у казахов, у татаров, да, там инкрустация камней была достаточно популярна, да, здесь же нет. И вот появляется вот работа современных мастеров, тоже очень нравится, тоже, да, вот как раз-таки вот можете посмотреть с инкрустированными камнями, форму уже, можно говорить о том, что они не сильно традиционные, да, но при этом они, вот в таком вот более таком традиционном варианте выполнены. Вот. И, украшения, я думаю, никогда не устареют, да, всегда будут их носить, всегда будут очень популярны, да, и всегда будут нести не только такую вот эстетическую функцию, но и самое главное, наверное, и такую вот магико-религиозную функцию. И благодаря этому, благодаря украшениям, получается, да, вот традиционная культура, она, не потеряет свою актуальность.